боль, крики и слезы. Время около 6 часов вечера. Кадры после трагического инцидента сняты очевидцами. После удара женщина сразу потеряла сознание. На тот момент рядом находились родные. Это тот самый участок, где избили пешеходов. Мать с сыном Зарема и Шамхан Шамаевы переходили дорогу на свой страх и риск. Не остановило даже то, что пешеходного перехода здесь нет. В итоге серьезные травмы, больничная койка и урок на всю жизнь. Остановки есть, но пешеходного перехода нет. До ближайшей зебры примерно километр. Расстояние не маленькое, учитывая, что это довольно оживленный участок. Вечером после подработки на стройке мать с сыном направлялись домой, в Ачхой-Мартан. Аза Шамаева, заловка пострадавшей, вряд ли сможет забыть этот вечер. Говорит, страшная картина до сих пор стоит перед глазами. Сигнал tu خربوخ تسمو сигнал tu سون تخزر примерно. إيش أسيتر سيتر أبغوني وغيرتن خل خروق إسقسون تخ إموخلر تام بعرفت تام توخ شو قد مخلي إيش تو تخش ديه ديلي تخش ديه دال تخش يوخ حدير زندال تخت ديلر تسق. Сразу после случившегося пострадавших доставили в реанимационное отделение Ингушской республиканской клинической больницы. 18-летний Шамхан, сын пострадавший, отделался ушибами. Его сразу отпустили домой. А вот состояние 37-летней Заремы Шамаевой врачи оценивают как стабильно тяжелое. Травмы были получены: ушиб головного мозга, ушиб грудной клетки, ушиб легких, переломы тазовых костей. На сегодняшний день динамика наблюдается положительная, пациентка в сознании, планируется перевод в отделение сочетанной травмы. Мать ни на минуту не отходит от пострадавшей. Марха Анзорова до сих пор не может свыкнуться с мыслью, что в один миг чуть не осталась без дочери и внука. بوال بيش بريش قص حق يخشان شبكلوك شيء بوال بيش حق يخشبر عيرن صبوغر سيرن صبيالغر الشيء صبغ نيقل سيابو شبخش دقيقة تقتاني. Делать какие-либо выводы рано. По этому факту сейчас проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, конечно, мы не можем сейчас сказать, кто именно виноват до окончания следственных оперативных мероприятий, но складываясь картина в общую, у нас есть соблюдение скоростного режима и нарушение требований пешехода, то есть наш пешеход нарушает так же равноценно, как и наши водители. Нам нужно обладать большим терпением, обладать навыками вождения транспортным средством. Нашим пешеходам нужно, конечно же, думать о том, что они делают, потому что резкое появление на проезжей части не приносит ни к чему хорошему. И нашим водителям нужно быть готовым к тому, что данные пешеходы могут появиться на участке дорог и, к сожалению, принести не очень красивую картину. Это далеко не первый наезд на пешеходов за последнее время. Только с начала этого года, это еще даже не полный месяц, в Ингушскую республиканскую клиническую больницу было доставлено 7 пострадавших. Не прошло и 2 недель, как после наезда в отделение доставили чудом выживших после ДТП в Плиево молодых людей – Ислама Бекмурзиева и Данилбек Ахриева. Ни одной матери не пожелаю. Стоит ли слезы родных людей скорости, драйва и неосторожности? Вопрос, над которым стоило бы задуматься каждому, когда садишься за руль или просто переходишь дорогу. Зелимхан Калоев, Жамал Тамасханов, Новости 24.